Здравствуйте! Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Еще год назад одним из самых частых симптомов COVID-19 была потеря обоняния. Люди легко замечали этот сигнал и вовремя обращались за медицинской помощью. Сейчас ситуация изменилась, отметил в интервью «Радио Спутник» врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болебок. По его словам, с распространением новых штаммов коронавируса потеря обоняния встречается реже, чем раньше. А повышение температуры и кашель не обязательно указывают на COVID-19. Единственный способ диагностики коронавируса до анализов и использования специальной аппаратуры – это посчитать дыхательные движения в минуту, считает Владимир Болебок. Если в состоянии покоя происходит больше 20 вдохов в минуту, то это повод обратиться к врачу. Между тем, на сегодня можно получить любую из 5 вакцин, которые разработаны российскими учеными. Все о вакцинации расскажет гостья нашей студии Вера Тарасова, руководитель Департамента организации медицинской помощи населению. Вера Евстафьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, давайте вначале, какие вакцины на сегодня доступны населению региона? Сегодня у нас в наличии спутник Ви, гамма-ковид-вак, спутник Лайт и есть немного эпивак корона. Небольшое количество есть поступления. Давайте еще определимся, кому нельзя ставить любую из прививок против COVID-19. На сегодняшний день у нас инструкции сохраняют позицию, что детей до 18 лет включительно не вакцинируем. Также это люди, которые имеют иммунодефицит, первичный или приобретенный иммунодефицит, люди, пациенты, которые находятся на химиотерапии и больные хроническими заболеваниями, которые получают иммунодепрессанты, то есть препараты, которые подавляют иммунитет. И еще у нас в противопоказаниях это граждане, которые перенесли анафилактический шок ранее на введение каких-либо биологических препаратов. То есть это вот те, которые перенесли тяжелое состояние на введение препарата, и это проходит не бесследно, то есть это зафиксировано в медицинской документации. Это не вот какая-то легкая аллергия на пищевые продукты, какие-то дерматиты, это не противопоказания. А что вы можете сказать про постоянную мутацию вируса? Способны ли вакцины справиться с новыми штаммами заболевания? Да, это характерно вообще для вирусов, поэтому они такие живучие. Все вирусы имеют определенные мутации, да, то есть меняется структура самого вируса, но не коренным образом. Там изменения совсем небольшие, поэтому вакцины эффективны. Вот по гриппу надо сказать, что Всемирная организация здравоохранения делает анализ и прогноз, какие штаммы гриппа могут циркулировать в предстоящий эпидемический сезон. И в зависимости от этого производители вакцин делают корректировки согласно их прогнозу. То же самое будет и с вакцинами по коронавирусу. Будут вноситься изменения, соответствующие по прогнозам. Мы просто вот впервые сталкиваемся с этим заболеванием, да, живем в эпидпроцессе уже 2-й год, вакцины изобретены, дальше будут они только совершенствоваться. Но существующие сейчас, они все равно эффективны, и это мы сейчас видим. А сколько вакцин поступило в больницы региона? И, может быть, расскажем, где можно поставить прививку? На сегодняшний день у нас поступило 516 тысяч доз вакцины. И все они распределены по медицинским организациям. Вакцинацию можно пройти в любой медицинской организации государственного подчинения. Это поликлиники города Якутска. На сегодняшний день пока частные медицинские организации не получают вакцину, да, и не ставят. Это пока у нас изменения в закон пока только вступают в силу, прорабатывается порядок. Через какое-то время частные медорганизации будут передана вакцина, но на сегодняшний день пока нет. Поэтому все государственные больницы имеют по несколько вакцинальных кабинетов, поэтому и в каждой центральной районной больнице, фельдшерско-акушерских пунктах, везде есть возможность провакцинироваться. Информация актуальная, легко доступна, где вакцину эту получить. На горячей линии Минздрава можно звонить.
Сейчас еще идет период высокой заболеваемости гриппа, ОРВИ, и от них тоже есть прививки. Какой должен быть промежуток между вот этими двумя прививками? Одной от ковида, а второй от гриппа? На сегодняшний день инструкция 1 месяц. Есть научные данные, что можно ставить обе вакцины в 1 день, но сейчас пока инструкция официальная. Это промежуток между двумя вакцинами 1 месяц. А можно ли, например, какую-то из этих прививок назвать приоритетной? Например, если у меня нету ни прививки от ковида, ни от гриппа, но мне нужно сейчас себя обезопасить, что лучше сделать в первую очередь? Сейчас все-таки, учитывая эпидемический такой рост именно по коронавирусной инфекции, думаю, что все-таки от коронавирусной инфекции в первую очередь, но через месяц надо ставить и грипп. И в прошлом году, когда люди вакцинировались от гриппа, и мы проводили анализ среди переболевших ковидом, да, там все-таки те, которые даже получили просто вакцину от гриппа, у них тоже отмечалось течение заболевания легче. Но от коронавирусной инфекции, конечно, это в первую очередь профилактика, вот самой уже целенаправленно, специфическая профилактика коронавирусной инфекции. А сколько на сегодня уже привито якутян и в каких сферах экономики больший охват вакцинации? На сегодняшний день, прям свежие данные сегодняшнего оперштаба, 351 тысяча человек привились первой дозой вакцины, и 330 тысяч завершили вакцинацию полностью. Сферы, во многих сферах государственное подчинение практически 80%, более 80% это, естественно, здравоохранение, в первую очередь. Медицинские работники должны себя обезопасить, они находятся в зоне риска. Это работники социальных служб. Также хорошие показатели вакцинации среди судейского аппарата, да, государственных служащих. И в культуре, и в спорте цифры подходят к 80% в общем. И также надо отметить, что и среди таких коллективов, как Технопарк Якутия, там очень высокий процент вакцинации, там даже ближе к 100%, поэтому понимание и у молодого поколения тоже вот есть. А давайте подробно поговорим про коллективный иммунитет. Вообще, в целом, расскажите, что это такое и какой нам нужно процентный порог преодолеть, чтобы как раз он у нас образовался? Что такое коллективный иммунитет? Это когда у большинства населения есть иммунитет от какого-либо заболевания. Да? Мы сейчас говорим о новой коронавирусной инфекции. То есть, когда в коллективе появляется больной человек, он не может заразить вокруг людей в связи с тем, что у них есть иммунитет. Да? То есть, когда там за столом сидят 8 человек, один больной, а у остальных 6 есть иммунитет, значит, эти 6, они, во-первых, не заразятся, а тот один, который не имеет иммунитета, возможно, он будет сидеть где-то подальше от этого человека, да? То есть вероятность того, что он заразится, все равно будет ниже, чем если бы у них ни у кого не было иммунитета, они бы все позаражались, да, там процент контагиозности сейчас очень высокий коронавируса, вот именно у дельта-штамма речь идет о том, что быстрее человек заражается, более подвержен, и течение заболевания, вот этапы заболевания, они ускорены. Если симптоматика раньше появлялась через 7-10 дней, то сейчас вот 3-5 дней уже симптомы появляются. Вот. И поэтому вот этот коллективный иммунитет, он должен защитить людей в толпе, так скажем, да, в автобусах, в метро, в общественных местах, в кинотеатрах. Да, вот поэтому речь идет о коллективном иммунитете, когда у большинства есть иммунитет. И учитывая, что человек подвержен коронавирусу больше, чем от других ОРВИ, то речь сейчас идет о 80% взрослого населения. Почему такой высший порог? Потому что у нас дети пока не вакцинируются, то есть они не дают вклад вот в общий процент, поэтому за счет взрослого населения мы должны получить коллективный иммунитет. Но сейчас идут разговоры о том, что будет введена вакцина и для детей,
но пока на сегодняшний день нет. Вот поэтому у нас 80% от взрослого населения. Вы уточнили, что больше половины должно быть вакцинировано для выработки коллективного иммунитета. Но это же ведь не 51%. Это где-то какое в процентном соотношении? Сколько должно быть привито людей? 60% от общего количества должно быть привито. Еще мы понимаем, что определенная прослойка населения, она уже имеет естественный иммунитет, то есть они переболели. Вот, и поэтому более 60%, если мы 60% по вакцинации добиваемся, но еще раз говорю, что это 80% именно от взрослого населения, оно даст нам 60% от всего населения, 60%. Вы уже упомянули, кому нельзя ставить любую из прививок против COVID-19. Давайте тоже об этом поговорим подробнее. И, может быть, вы расскажете в процентном соотношении, сколько вот это процентов населения нашего региона, кому нельзя ставить прививки? В процентном соотношении, конечно, это около 30%. Это сразу дети. Да? И остальные, вот у кого есть прямо абсолютные противопоказания, да, это вот онкологические больные, которые находятся на иммуносупрессии, это больные с вирусом иммунодефицита человека, с проявлениями заболевания и получающих терапию, потому что есть стабильные пациенты, которые могут вакцинироваться, то есть им не противопоказано, это решает врач. И ревматологические больные, которые получают, ну, и другие пациенты с заболеваниями, которые получают таблетки, понижающие иммунитет, это процентов, наверное, от населения, но получится не больше 5% от общего населения. Вот, поэтому на цифру вот 60 мы должны легко выйти, в принципе. Антипрививочники. Люди, которые против прививок в принципе. Знаете ли вы, как на них, возможно, можно не то чтобы повлиять, но поменять их мнение, и что можно сделать с ними? Антиваксеры, да? Антиваксеры, они существовали всегда, по-моему, с момента, наверное, внедрения вакцин, наверное, даже это с 18 века, да? Ну, такие с ярыми фанатиками, мне кажется, на них время тратить вообще не стоит, да? Но вот удручает, когда люди доверяют вот WhatsApp рассылке, где просто знающий, понимающий и читающий человек, но просто видит, что там написан полнейший бред. Но при этом у нас происходит какая-то массовая рассылка всего этого. Вот этого я понять не могу. Но вот и с населением, который доверяет такой информации, конечно, с ними надо работать. Это все равно информирование. Престиж врача у нас среди населения он очень высок. Если у нас медики аргументированно приводят какие-то факты, да, то информацию доносят до людей, то у нас плоды очень хорошие. После того, как читаются лекции в коллективах медиками, процент вакцинации вот в этих коллективах возрастает сразу же. Буквально сегодня прочитали, завтра пошли привились. Потому что у людей, да, есть масса вопросов, это естественно, на которые они хотят услышать ответы от профессионала. Если эти вопросы поступают, то есть ответы они получают, то да, конечно, убеждения у них меняются. Вот. И таких людей большинство. Таких прямо вот фанатиков, их мало. Но почему-то вот ты сам не вакцинируешься, это твоя жизненная позиция. Зачем заниматься вот убеждением, распространением этих заблуждений среди других? Да? При этом, не вакцинируя своих детей, родителей, они подвергают опасности их от инфекционных заболеваний. Спасибо вам большое, Вера Евстафьевна. Но, конечно, еще хочется отметить, что вакцинация – это хорошо, но нужно соблюдать еще и социальную дистанцию, носить маски, перчатки и обеззараживать себя. Вообще, в целом, нужно беречь свое здоровье. Ну, а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. До новых встреч в эфире.